Здравствуйте, уважаемые телезрители! Армавирский государственный педагогический университет стал 75-м по счету вузом, с которым Юго-Осетинский государственный университет заключил соглашение о сотрудничестве. Документ о сотрудничестве своими подписями скрепили ректоры Вадим Тадеев и Евгений Нижник. Так, ну, спасибо большое, очень вам приятно. Спасибо. Вам передаю. В качестве подарка от Армавирского государственного педагогического университета в библиотеку ЮОГУ отправились две книги «Новые смыслы образования» и «История Армавира и Черкесагаев». Вадим Тадеев вручил гостю республики серебряную монету, выпущенную Национальным банком Южной Осетии к 90-летию ЮОГУ. Руководители вузов также обменялись нагрудными значками своих университетов. Я хотел бы презентовать в библиотеку университета «История Армавира и Черкесагаев», то есть как наша территория организовывалась, разработанную нашими преподавателями и учеными. Спасибо. Ну, в свою очередь, я тоже хочу начать с подарка, небольшой презент. Национальный банк Республики Южная Осетия, приурочен к 90-летию со дня основания нашего университета, выпустил серебряную монету. Здесь фасад нашего университета, герб нашего университета. Я думаю, что эта монета Спасибо серебряная большое. найдет свое место у вас в кабинете. Спасибо Ну и чисто большое. символический значок нашего университета. Ректор Вадим Тадеев отметил, что ни одно из 74 соглашений, подписанных ранее, не было заключено для галочки. С каждым вузом-партнером ЮОГУ ведет продуктивное взаимодействие. Он рассказал о грандиозных планах университета, о проекте ботанического сада в селении Кросс во взаимодействии с Фондом развития ботанических садов Российской Федерации и с Никитским ботаническим садом в Крыму, о создании военной кафедры, о планах сотрудничества с вузами дальнего зарубежья, а также сформулировал предложение по первоочередному направлению сотрудничества между Юго-Осетинским государственным университетом и Армавирским государственным педагогическим университетом. Нас интересуют многие направления деятельности. Мы уделяем большое внимание международной деятельности, сотрудничеству. Фактически ваш вуз будет 75-м, с кем мы подписали соглашение, начиная с Московского государственного университета имени Ломоносова. Фактически нет ни одного ведущего вуза в Российской Федерации, чтобы у нас не было с ним отношений, чтобы не было у нас подписанного соглашения. Если вы проходили вот по коридору, там как раз все наши партнеры, и любой вуз, любая научная организация, которая там есть, со всеми у нас конкретные взаимоотношения. То есть ни одно подписание соглашения не было произведено для галочки. Все работает, все эти соглашения в действии. Это, конечно, радует. Как вы верно заметили, университет один из старейших на Кавказе. Такие вот наиболее важные исторические вехи. Это 1993 год, когда Юго-Осетинский государственный педагогический институт был преобразован в Юго-Осетинский государственный университет имени Александра Тибилова, когда у нас появились и непедагогические специальности. В 2015 году произошел такой прорыв в сторону международной деятельности. Фактически именно с 2015 года мы подписали наибольшее количество соглашений. Мы уделяем большое внимание и обмену студентами, и в частности наши студенты принимают участие во всех форумах, которые проходят на территории России. В свою очередь, ректор Армавирского государственного педагогического университета Евгений Нижник выступил с продуктивными инициативами взаимодействия на обозримую перспективу. Провести на базе ЮОГУ заседание Международного молодежного дискуссионного клуба «Ушинский клуб», а уже в Армавирском вузе провести неделю культуры Южной Осетии. Мы бы хотели сделать так, чтобы студенты наших университетов общались, дружили вместе, и мы хотели бы уже в июне провести в Южной Осетии заседание «Ушинский клуб». Это как раз педагогический клуб международный, где мы объединяем студентов разных стран и государств. Мы бы хотели приехать в Осетию и на базе университета и с вещанием и возможностью на все дружественные наши страны, не только 6, но еще и те потенциально, кого мы хотели бы, чтобы они признали Южную Осетию как самостоятельное независимое государство. Это первое. И второе, я хотел бы проанонсировать наше желание осенью этого года на базе нашего университета провести неделю культуры Южной Осетии. И мы бы хотели вот те замечательные коллективы, которые у вас являются там главными, ключевыми и самыми активными и яркими, пригласить к нам в гости
на неделю Южно-Остинской дружбы для того, чтобы познакомиться и заручиться контактами как с педагогами, учеными, так и студенчеством. Мероприятие завершилось экскурсией для гостей по университету, в рамках которой они посетили Йогу ТВ и музейный комплекс Йогу.